Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе открыты 5 из 7 пунктов выдачи полиса в ОМС в Абхазии готовы к работе. Восстановить былую красоту — реконструкция парка принца Ольденбургского в Гагре. Общеобразовательные кружки в школах столицы. Сколько их и для чего? Специальный репортаж программы. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с генеральным прокурором республики Зурабом Ачба. Рауль Хаджимба поздравил генерального прокурора и всех сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что все еще остаются недочеты в деятельности правоохранительных структур, в том числе и прокуратуры, но выразил уверенность в том, что все эти ошибки будут исправлены в ближайшее время. Поздравляю коллектив Генеральной прокуратуры, всех сотрудников с Днем прокуратуры. И, наверное, всем нужно понять, многое зависит от того, как работает этот орган, его надзорные функции, его качество расследования тех преступлений, которые резонансны для республики. У нас сегодня жестко ведутся соответствующие работы, но этой жесткости не хватает, ее недостаточно. Потому что те или иные процессы, которые выходят за рамки закона, их нужно опять возвращать в законное русло, создавать условия для того, чтобы люди знали, что только государство должно определять соответствующие меры наказания по категории таких людей, по этим преступлениям. У нас есть определенные вопросы к деятельности всех наших правоохранительных структур, деятельности и прокуратуры, но уверен в том, что все эти ошибки будут исправляться. И желательно, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки. Зураб Ачба поблагодарил главу государства за поздравление. Он подчеркнул, что с момента создания прокуратура республики выполняет свой долг и стоит на страже закона. Сегодня же президент своим указом присвоил генеральному прокурору республики Зурабу Ачба очередной классный чин государственного советника юстиции 3-го класса. В ряде районов республики готовы 5 пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии. Еще 2 пункта будут сданы к концу недели. Когда начнется процесс выдачи ОМС и какие для этого необходимы документы, в репортаже Ирина Аршба. 2 миллиона 300 тысяч рублей выделено из республиканского бюджета для организации во всех районах Абхазии пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. В Гагре, Гудауте, Агудзере и Сухуме ремонтные работы полностью завершены. К концу недели в Ткварчале и Ачамчире будут сданы оставшиеся пункты. В Сухуме их будет 2 – в республиканской больнице и в городской поликлинике. Госкомпания Пснаргалара проводила ремонт пунктов ОМС, обязательного медицинского страхования. Данный пункт уже отремонтирован, готов. Вот со дня на день начнет работу. Также госкомпания провела ремонт в городе Гагра, в ЦРБ Гагринском, в ЦРБ Гудаута, в республиканской больнице города Сухум, в госпитале Гудзерском, еще 2 пункта, город Ткварчал и город Ачамчира. Все пункты готовы. Кроме Ачамчирского и Ткварчальского, там небольшие нюансы, но на этой неделе ребята заканчивают и выходят. Пункты готовы, работа сделана, все требования заказчика были учтены. В каждом пункте принимать граждан будет по 2 сотрудника российской страховой компании. Для оформления ОМС при себе необходимо иметь загранпаспорт России и паспорт гражданина Республики Абхазия. Оба документа должны быть действующими. Паспорт гражданина Российской Федерации непременно должен быть действующий, потому что у нас на территории сейчас происходит такая ситуация, что большое количество просроченных паспортов. Паспорт гражданина Абхазии – это 2 документа, 2 паспорта, которые должны присутствовать, обязательно должны быть действующими. Никаких других документов на данном этапе в принципе не нужно. На первом этапе специалисты планируют обработать документы школьников и сотрудников больших организаций. Для этого мобильные группы будут выезжать на места, а затем начнется выдача полисов ОМС всем гражданам. Необходимо отметить, что процесс выдачи полисов будет постоянным и бесплатным. У нас будет на территории республики в любом случае оставаться, возможно, небольшой, но контингент страховой компании. В первые 3 месяца по соглашению у нас необходимость собрать по максимуму все население, которое обладает обоими видами
документов, да, а так пусть никто, ни в коем случае население не опасается, что эта работа будет прекращена, она будет она будет постоянная, просто она перейдет в некую монотонную схему. Пункты будут работать с 9 утра до 5 часов вечера ежедневно, кроме выходных. Что касается времени обработки полиса ОМС, то готовый документ можно будет получить в течение 15-20 дней. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В связи с распространившейся в социальных сетях информацией относительно делегирования Министерством здравоохранения Республики Абхазия группы медсестер на обучающий семинар в Грузию, пресс-служба Минздрава Республики Абхазия сообщает, что еще в декабре 2017 года в целях обучения медицинского персонала Минздрава Абхазии заключил договор с Российской медицинской академией после дипломного образования, в связи с чем потребности в поиске общеобразовательных возможностей по повышению квалификации медицинских кадров в иных странах, тем более враждебных Республике Абхазия, не осталось. Министерство здравоохранения Республики Абхазия официально заявляет об отсутствии причастности к организации поездки и предоставлении разрешительных документов для делегирования медсестер на обучающий семинар в Грузию. Пенсии для всех граждан Российской Федерации, в том числе проживающих в Абхазии, увеличены на 2,9 с 1 апреля 2018 года, сообщил «Спутник» в Москве. Начальник отдела пресс-службы Пенсионного фонда России Павел Ломанов. По его словам, в этом году индексация страховых пенсий прошла с 1 января на 3,7%, индексация пенсий по государственному обеспечению с 1 апреля на 2,9%. На пенсии российских граждан, проживающих в Абхазии, распространяются те же индексации, которые проходят в России. Абхазия, отметили в ведомстве, занимает 3-е место среди стран, в которых проживают российские пенсионеры. В конце 2017 года в Абхазии проживало почти 33 тысячи получателей российских пенсий. В парке принца Альденбургского в Гагре в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в октябре 2017 года были начаты работы по его восстановлению. Генеральным подрядчиком работ выступает компания «Экогеопроект». Сейчас завершается первый этап ремонтно-восстановительных работ. Подробности в репортаже Алики Трапш. Приморский парк в Гагре по праву считается визитной карточкой города. Он был заложен в 1902 году принцем Альденбургским. На площади, занимающей около 14 гектаров, произрастает более 400 видов растений, большинство из которых вечнозеленые. За все время своего существования парк изрядно пострадал. Чтобы вернуть былую привлекательность Приморского парка, в рамках российской инвестпрограммы здесь проводятся реставрационные работы. На данном этапе мы проводим реконструкцию всех каналов, ливневок, дренажных систем, замена прудов, старого покрытия в прудах. Меняем, например, раньше очистка прудов от тыла, снятие старого покрытия и сыпем щебенку, потом ложим изоляцию и заливаем заново новое покрытие. Всего в Гагрском парке 5 прудов. Между водоемами проходят переливные каналы, с помощью которых они наполняются водой. После того, как пруды максимально заполнятся, излишки воды через сливные каналы будут попадать в море. На сегодняшний день водой наполнены 3 восстановленных пруда. Также в Приморском парке идут работы по реконструкции ливневой и дренажной систем парка протяженностью более 1200 метров с 6 коллекторами выпуска воды в море, которые позволят решить проблему с затоплением парка дождевыми водами. Первый этап работ по восстановлению парка принца Альденбургского завершится до начала курортного сезона, а уже после планируется обустройство всей парковой зоны. Еще одна достопримечательность города Гагра – колоннада. В результате размыва грунта под ее основанием и на ней самой образовались трещины. Колоннада также будет реконструирована. Сейчас ведется работа по усилению площади самого фундамента. Будут меняться 2-3 колонны. Это связано с грунтовыми водами, которые, видно, сверху под землей проходили, поэтому образовались пустоты. Было сделано исследование, и поэтому дали осадки. Сейчас это все делается. Вот они за исследование сделали, здесь пробурили. Сейчас будет под давлением закачиваться бетон, усиление фундамента и площадки. И потом уже вся косметика, остальная работа будет проводиться. Все выявленные деформации в конструкции Гагрской колоннады планируется исправить до конца текущего года. Алика Трапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.
Практически во всех столичных школах и детских садах функционируют общеобразовательные кружки. Они находятся на полном финансировании Сухумской городской администрации и для учащихся совершенно бесплатны. На днях состоялась плановая инспекция общеобразовательных кружков. Глава столичной администрации Отгур Харазия и начальник управления образования Людмила Адлиба проверили, в каких условиях учатся и проводят свой досуг дети. Рената Шакая продолжит тему. Единственная в Абхазии школа для детей с ограниченными возможностями существует с 1972 года. Здесь работают дефектологи, психологи, психиатры, детские врачи. Одним словом, полностью школа обеспечена всеми необходимыми кадрами и соответствует нормам подобных учебных заведений. Благодаря поддержке столичной администрации в школе работают различные бесплатные кружки – рукоделие, умелые ручки, студия рисования, кружок изучения родного языка, а также студия, где ребята обучаются азам музыкально-сценического искусства. В ходе инспекции руководители столичной администрации посетили спектакль театральной студии и поддержали юных актеров. Ребята, вам понравилось представление? А давайте мы с вами похлопаем нашим юным актерам. Контингент школы на сегодняшний день 136 человек. Кружок у нас музыкально-сценический. Наши представления довольно масштабные. Зритель имеет удовольствие, могу сказать, видеть на сцене филармонии, потому что у нас 2 раза в год отчетные спектакли. А далее у нас кружок хореографии, кружок журналистики. Весьма успешно наша школа имеет свой собственный журнал. Правда, пока 1 выпуск, первый, но мы в дальнейшем планируем еще 1 выпуск сделать. Планируем 2-3 выпуска в год. Далее кружок компьютерный. Роснефть нам в школе подарила компьютеры, после чего был открыт компьютерный кружок для детей. Кружок родное слово, русский язык, кружок абхазского языка. То, что необходимо в первую очередь, потому как это язык государственный. Кружок рисования и кружок умелые руки, потому что наши дети очень любят делать поделки всякого рода. Если заметили, по правую сторону от меня стоит очень такой цветник красивый. Это все сделано руками детей совместно с педагогом столяной мастерской. Полностью специальный репортаж Ренаты Шакая смотрите сразу после новостей. В Абхазском государственном университете началась отчетная научно-практическая конференция. Ученые и преподаватели университета подвели итоги работы за год и наметили планы. В своем приветственном слове ректор АГУ Олег Гварами отметил, что в вузе в целом есть как успехи, так и недоработки. По словам Гварами, существует недостаток финансирования научных исследований, отметив при этом, что все штатные сотрудники университета должны заниматься научными исследованиями. Олег Гварами также высказал свое несогласие с подходом к целевой программе, по которой абхазские студенты поступают на различные специальности в российские вузы. До сегодняшнего дня, с 2005 года, все происходило абсолютно неправильно. Целевой заказ – это те направления и специальности, которых нет в Национальном университете. А мы объявляли все эти годы таким образом: желающие поступить на те или иные направления и специальности, подавайте документы. Вот и подавали документы во многом на те специальности, которые у нас. В аспирантуру в этом году выделено 10 целевых мест, которые будут освоены выпускниками АГУ по представлению самого университета. Как показала практика, в некоторых факультетах АГУ переход на систему бакалавриата и специалитета не принес желаемых результатов, поэтому он будет пересмотрен. О научных направлениях научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета рассказал в своем выступлении профессор, декан факультета Роберт Ласурия. В рамках программы развития абхазского языка ведется работа над расширением физических и технических терминов в абхазском языке. Планируется также подготовка новых тем для учебников по абхазскому языку для студентов физико-математических специальностей.
В этом направлении работает Шамба, Кишмария, Гизбан. На кафедре прикладной математики и информатики также основной упор делается на учебно-методическую работу и развитие информационных технологий в абхазском языке. Также на конференции в докладах поднимались вопросы сохранения редких и исчезающих видов древесных растений Абхазии, которых у нас немало. Профессор Сергей Бебия рассказал о способах сохранения некоторых из них. В текущем году выполняется очень важная в практическом отношении для университета работа, студенческая работа по инвентаризации дендрофлоры нашей базы холодно-речного газа. Это не только теоретическое и практическое значение, но имеет важное значение для самого университета. И результаты этой работы будет реализована в будущем с той рекомендацией, которая будет представлена. После пленарного заседания работа продолжилась в 6 секциях. Отчетная научно-практическая конференция АГУ продолжится во вторник. Союз журналистов Абхазии организовал фотовыставку, посвященную 60-летию членов Союза журналистов Абхазии. О фото, о людях, о встрече в репортаже Сарисмар. Владимир Попов, Екатерина Бебия, Сергей Чхинджери, Отар Лакарба, Вячеслав Сакания, Вахтанг Абхазо и Инвер Ажиба. У каждого из них своя профессиональная история, и каждый из них посвятил большую часть своей жизни журналистике. Один из юбиляров, Вячеслав Сакания, во время Отечественной войны народа Абхазии был военным корреспондентом. Вспоминать прошлое не любит, но сегодня поделился с нами своими впечатлениями о мероприятии. Я не зря прожил на этом свете. Я терял своих братьев, своих друзей, терял работников гостелерадиокомпании. Это оператор первый, кто погиб, Анзор Кварчели, Атолик Шоник, послевоенные периоды. Мы не имеем права быть плохим. Мы сделали то, что мы смогли сделать, а вы, молодежь, должны продолжить быть лучше нас, чище нас и красивее должны жить. Наверное, нет в Абхазии человека, который не знает в лицо фотокорреспондента Владимира Попова. С фотокамерой в руках его можно встретить и на улице, и на всех важных мероприятиях. Сегодня, как признается Владимир Попов, чаще всего в объектив его камеры попадает природа. Фотографировать людей любит меньше. Тем не менее, фотопортретов в его коллекции довольно много. Владимир Попов – автор идеи проведения нынешней фотовыставки. Снимки собирали все вместе. Уходило много времени на поиск даже одной фотографии. Сам возраст, сам жизненный опыт того, что нужно немножко и подумать о себе, о своей душе, с любовью к себе, с воспоминанием о прошлом, с позитивом на будущее. А без общения с друзьями, без каких-либо идей жить не надо. Быть на позитиве надо. Вот на этой почве, на этой основе мы есть вот тут вместе. И мы, учитывая наши профессиональные возможности, мы сумели создать вот такую коллекцию фотографий. Вице-спикер парламента Левон Галустян не понаслышке знает о профессии журналиста. Он долгое время работал на телевидении, не бросает любимое дело и сегодня. По его словам, сегодняшняя выставка важна не только для юбиляров, но и молодых журналистов. Я, как человек, который в свое время сам учился по специальности журналистики, сегодня с огромной честью хочу адресовать самые теплые пожелания нашим юбилярам, потому что некоторые из них стояли у истоков, в том числе нашего курса, обучали нас. Искренне вам спасибо, низкий поклон. Знаете, что те традиции журналистики, которые вы в свое время утверждали, мы сегодня, молодое поколение абхазской журналистики, это продолжает. Фотовыставка, посвященная юбилею 7 журналистов, собрала представителей СМИ разного поколения. Особенно по душе она пришлась именно старшим. Вернула очень многих, особенно журналистов старшего поколения, в былые времена. Тут молодые лица. Тут жизнь редакционных коллективов прежде. Очень много, конечно, таких запечатлено, таких важных событий. Это не дает забыть, это будоражит
души и сердца, что очень нужно сегодня нашему обществу. На фото изображены не только рабочие моменты сегодняшних героев, но и их семьи, друзья, знакомые. Казалось бы, ничего особенного, но стоит лишь приглядеться, и можно увидеть целую историю, где основное место занимает дело всей их жизни – журналистика. Царь Эсмыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Пресс-конференция по итогам гастролей государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге состоялась сегодня в агентстве «Спутник Абхазия». В мероприятии приняли участие руководители и артисты ансамбля, а также заместитель министра культуры Беслан Гурджуа. Гастроли ансамбля состоялись в рамках проекта «Культурные сезоны. Россия-Абхазия-2018». Был отмечен высокий уровень организации и проведения гастролей. 2 концерта в театральном зале Московского международного дома музыки и Калужской областной филармонии прошли при полном аншлаге. Гастроли прошли великолепно, на высоком уровне. При полном аншлаге, хочу подчеркнуть, везде были залы переполнены. Наше сотрудничество с Министерством культуры и Росконцертом на этом, конечно, не заканчивается. У нас есть планы и проекты обратных гастролей в Абхазии, больших коллективов из Российской Федерации. Так мы ждем в гости большой именитый такой вот хор имени Пятницкого. Чтобы где-нибудь в каком-то уголке, чтобы ансамбль не выступал, такого нет. Каждый год по всей стране ездили, с республиками Северного Кавказа договариваемся, обмениваемся. Они к нам приезжают, а мы к ним ездим. У нас фольклор очень богатый. Есть народы, у кого вообще героические темы, у кого нет. А у нас все есть. И шуточные, и лирические, и танцевальные, и свадебные, и героические, охотничьи фольклоры. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-21 градус. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.